Чё на НРТС? Меня зовут Генрих Немчинов, этноблогер. В этом ролике я вам расскажу о деятельности Центра народного творчества Республики Коми, который находится позади меня, в этом особнячке. Он построен аж в 1906 году. Чего тут только не располагалось. Не располагались магазины и торговые лавки, но зато были ремесленные мастерские и училище, государственный архив и даже Дом работников искусств и творческих союзов. С 2009 года этот памятник архитектуры является постоянным местом жительства нашего юбиляра – Центра народного творчества. Работники центра в шутку называют себя бойцами невидимого фронта. Но стоит открыть сайт учреждения, как сразу их работа становится видной. Это сохранение народного творчества и ремесел благодаря таким мероприятиям, как игрушка-говорушка. В Заране сегодня тишина. В этих залах сидят дети с разных районов и занимаются творчеством. Кто-то лепит из глины фигурки, кто-то занимается валянием. А вот в том кабинете, например, педагоги проводят семинар. Игрушка-говорушка – это, во-первых, возможность проявить себя в своем ремесле, а во-вторых, потому что дети увлечены ремеслом, они сохраняют дело наших предков и продолжают традиции. Также Центр народного творчества помогает проводить и другие мероприятия, такие как Республиканский фестиваль современной коми-песни «Василей», Неделя театров «Приузье», межрегиональный конкурс имени Семена Ивановича Налимова и профессиональные конкурсы. Центр народного творчества дарит возможность проявиться мастерам на конкурсе «Мастер года». Это республиканская выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Ежегодно по итогам выставки лучшему мастеру вручается премия правительства Республики Коми имени Семена Ильича Аверина за выдающиеся результаты творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Отдельная сложная, но интересная работа ведется по внесению праздников и значимых мероприятий в реестр нематериального и культурного наследия Республики Коми. На апрель этого года их насчитывается около 35. Это Луд, Усылемская горка и другие. Нематериальное культурное наследие – это и вышивка, резьба, былички, одним словом, традиции. Центр народного творчества еще и занимается присвоением коллективам Республики Коми народного звания. Профессионалы строго оценивают всех желающих и делают важный выбор. Благодаря издательской деятельности центра на свет вышел сборник «Своя игра» о любительских театральных коллективах Республики Коми со званием «Народный» и «Образцовый». Самая большая работа издательского центра – трехтомная серия книг о нематериальном культурном наследии Республики Коми. Есть у центра, так его упрощенно называют в народе, и учебный центр. Методисты в нем разрабатывают новые курсы по повышению квалификации работников культуры. Центр учит детей работать с дополненной реальностью и мобильной съемки. Да я бы и сам поучился на таких курсах. Важно отметить, что и методический отдел центра занимается детскими школами искусств. Сейчас центр тестирует новый формат. Цикл открытых интерактивных лекций «Первый вагон». На лекции приходят деятельные люди нашей республики и делятся своим опытом реализации проектов. Интересно. В современном мире, где так развиты IT-технологии, древние ремесла и промыслы, возможно сделать частью современной культуры. Центр народного творчества активно работает в этом направлении уже 85 лет.